Главная проблема этого века – терроризм и экстремизм. За последнее время прокуратурой и правоохранительными органами регионов в управление Роскомнадзора направлена информация о 644 материалах, признанных экстремистскими. К такой информации могут относиться литературные, аудио и музыкальные произведения, носящие экстремистский характер, демонстрация свастики или иной фашистской символики. Законодательством также предусмотрен внесудебный порядок ограничения доступа к ресурсу, содержащему противоправную информацию. Федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности определено, что экстремистскими материалами являются как конкретные документы, так и любая иная информация, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности, обосновывающая или оправдывающая необходимость осуществления таковой. Труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения ее руководителей, осужденных в соответствии с приговором Международного военного трибунала. Экстремизм является более широким понятием, включающим в себя терроризм. Он направлен в первую очередь на негативные преобразования политического пространства. Человеческие жертвы здесь не обязательны, в то время как терроризм ставит своей целью дестабилизацию состояния общества в целом. Государственные органы обладают различными полномочиями в сфере противодействия экстремизму. Форма и порядок их реализации зависят от конкретного содержания информации, обладающей соответствующими признаками. Например, органы прокуратуры обладают исключительной компетенцией по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.3.1 за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства, 20.3.2 публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, или 20.29 за производство и распространение экстремистских материалов. По данным МВД России, в среднем 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Влияние вербовщиков, разделение по различным религиозным течениям, интернет, еще не окрепшая психика, причины которой ведут к экстремизму и терроризму. Специалисты утверждают, молодежь начинает следовать ложным идеалам из-за слишком свободного времени. В этом году в ходе мониторинга общедоступных сетей, в том числе сети интернет, был выявлен факт размещения жителям республики публикаций с призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выходу республики из состава Российской Федерации. Он был установлен и привлечен к административной ответственности за совершение указанного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.2 к наказанию в виде штрафа в 70 тысяч рублей. В случае, если подобные действия с его стороны повторятся, то повторно он уже будет привлечен к уголовной ответственности за аналогичные действия по статье 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день расследование преступлений террористической и экстремистской направленности является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Республики Ингушетия. Важно понимать, что даже на первый взгляд безобидные лайки и комментарии в социальных сетях иногда за собой несут серьезную ответственность. Уголовная ответственность предусмотрена за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, то есть любого из тех форм и видов действий, которые предусмотрены в Федеральном законе о противодействии экстремизму и определяют соответствующие понятия. Специальной нормой является статья Уголовного кодекса за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации лиц, которые ранее подвергнуты административному наказанию за подобного рода действия. Так как легче всего завербовать именно молодое поколение, ежегодно в учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия, на которых сотрудники прокуратуры и других органов исполнительной власти объясняют, что экстремизм и терроризм – это зло против человечества. Хава Гагиева, Магомед Дарсигов, Новости 24.